Каждая военная операция обязательно сопровождается разведкой. Не явились исключением и эти учения. Рекогносцировка местности была проведена сводной разведгруппой коллективных сил быстрого реагирования. Далее, после установления местонахождения условного противника, на их пути была произведена высадка тактического российско-казахстанского десанта. Десант был доставлен парой транспортно-боевых вертолетов Ми-8, экипажи которых имеют боевой опыт действий в труднодоступных горных районах. Их прикрывали коллеги на ударных вертолетах Ми-24. Заняв район обороны, выставив сторожевые посты и заставы, участники учения провели патрулирование охраняемого района. Обнаружив наступающие бандоформирования противника, военнослужащие России и Казахстана вступили в бой с наступающим противником и отбросили его подразделения от условной границы союзного государства. На данном учении рассматривается один из вопросов, разрастание групп незаконных вооруженных формирований, которые должны пересечь государственную границу в одном из государств, входящих в состав ОДКБ. И, соответственно, коллективные силы должны организовать взаимодействие между странами, входящими в состав ОДКБ. И, соответственно, восстановить положение на границе, тем самым вытеснив противника за ее пределы. Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые после преследования противника уничтожили боевиков и стрелкового оружия. По замыслу практического эпизода учений при проведении воздушной разведки беспилотными аппаратами «Орлан-10» была обнаружена условная группа незаконного вооруженного формирования, которая двигалась по горному серпантину в направлении населенного пункта. Штурм позиций боевиков был поддержан огнем артиллерийских орудий, минометами, крупнокалиберными пулеметами и переносными гранатометами. Пользуясь огневой завесой, штурмовые группы приступили к сближению с противником. Противостояние существующим угрозам одной стране очень тяжело, и решить проблему можно совместными усилиями. Вопросы управления, взаимодействия полностью у нас взаимопонимание имеется. В рамках данного учения отрабатываются вопросы действия подразделений в составе тактического воздушного десанта и в составе разведывательного отряда. С нашей стороны задействованы подразделения разведывательные, которые непосредственно находятся на данных рубежах. В ходе учений наряду с широким применением тяжелого вооружения бойцами сводных групп активно применялось различное стрелковое вооружение и спецсредства, позволяющие незаметно приблизиться к условному противнику. В рамках проведения двусторонних тактических учений артиллерийскими подразделениями была уничтожена группа незаконных вооруженных формирований. Стрельба велась из штатного оружия, но на СВК 2С-23 боеприпасами осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными на дальности более 3000 метров. Неоценимую помощь бойцам оказали проверенные временем безотказные вьючные животные – лошади. С их помощью в считанные минуты выполнялись боевые задачи в виде доставки боеприпасов и минометов в любую точку по пересеченной местности. Ранее подобные учения проводились в Республике Казахстан. Нынче провели на территории России. Сама подготовка проходила, в принципе, очень организованно. Цели были ясны, понятны. Все задачи подготовки к мероприятию мы 100% все выполнили. У нас была задача не предотвратить наступление противника на пересечение нашей границы. В ходе мероприятий мы эту задачу выполнили, заняли боевой рубеж с помощью авиации и минометной артиллерии, получается. Пробились к врагу и дальше атаковали его. По результатам совместных учений военнослужащие, проявившие высокий профессионализм, были награждены ведомственными наградами. Поздравляю весь личный состав, участвующий в учении, с успешным выполнением всех поставленных задач. Цели учения достигнуты. Личный состав проявил мужество, отвагу,
выдержку, умение, главное, показал свое возросшее мастерство, возросшую слаженность, а также боевое братство. Товарищ командир, на крыло. Держи. Основными целями учения являлись совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла в ведении боевых действий. С 31 августа по 4 сентября в совместном ротном тактическом учении приняли участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники. Инна Клоян, Буян Мангуш, Ангер Оржак, Тува 24.